Честный, справедливый и с глубоким чувством патриотизма. Именно таким сегодня вспоминают Валико Пачуля и его друзья и коллеги. Военный историк, кандидат исторических наук и полковник Абхазской армии Валико Пачуля оставил более 10 изданий, посвященных боевым действиям как в период Второй мировой, так и в Отечественной войне народа Абхазии. Он не любил неправды, не выносил. Может быть, он не устраивал митингов и не кричал о том, что кто-то ведет себя неправильно, но внутренне все его нутро отвергало несправедливость. Безусловно, мы не раз это отмечали, мы это писали. Валико Пачуля является или являлся, к большому сожалению, но останется таким, одним из самых авторитетных исследователей в области Великой Отечественной войны и в области Отечественной войны в Абхазии. Свой путь в качестве историка-писателя Валико Пачуля начал практически сразу после окончания Сухумского государственного пединститута имени Горького в 1976 году. Спустя несколько лет после повышения квалификации в Москве один из лучших выпускников начинает работать младшим, а вскоре уже и старшим научным сотрудником отдела истории Абхазского института языка, литературы и истории имени Гулия. Свое первое исследование, посвященное деятельности Совета Абхазии во время Второй мировой войны, Валико Пачуля представит в это же время, в 1985 году. С тех пор этой тематике историк уделит еще не одно издание. Известные всем под названием Эдельвейс овладели Ухорским перевалом 14 августа. И мало кто знал, что боевые действия проходили на территории Абхазии. Речь идет, значит, о горах Абхазии, то есть в наших горах. И что касается, докуда немцы дошли. И самое интересное, передовой отряд, разведотряд немецких войск, спустился до района Гунорха. В своих последующих книгах Валико Пачуля описывал события 1989 года в Абхазии, а затем уже войну 92-93 годов. Непосредственный участник боевых действий Валико Пачуля смог собрать ценный материал, который лег в основу истории грузино-абхазского конфликта. В его изданиях анализ причин войны, истории реальных людей и геройство добровольцев. В 13 часов 30 минут у Дома правительства завязался бой. Здание было освобождено, и над ним водружено знамя победы. Первыми в здание вошли кабардинцы, и знамя водрузили кабардинец Аслан Абаев. И туда вошли многие подняли, как сказать, знамя. Значит, могу даже перечислить имена. Но здесь вошли, значит, первыми освободили, и вошли кабардинцы. Неоценимый вклад Валико Пачуля внес и в создание архива Министерства обороны страны. После окончания боевых действий историк и писатель наряду с работой в Абиги на протяжении 20 лет занимал руководящую должность в историко-архивном отделе Минобороны. Валико Меджидович Пачуля долгое время работал в Министерстве обороны, в историко-архивном отделе Министерства обороны. Начиная с военного периода, с периода войны, именно с 12 августа 1993 года создается решением министра обороны историко-архивный отдел, где он был назначен начальником. И сегодняшний наш архив, как-то, знаете, историю берет начало только с 12 августа 1992 года. То, что смог Валико Меджидович сделать за это время, знаете, одним словом, одной передачей не скажешь все это. Много было собрано материала, полевого материала, очень много документов, которые были собраны. Именно благодаря его усердиям и стараниям были заложены начало архива Министерства обороны. Валико Меджидович, занимая пост начальника историко-архивного отдела в Генеральном штабе, во всех проводимых операциях, которые проводило Министерство обороны, он участвовал. Везде он бывал. И в майских событиях, тут еще, в кадорских событиях, в гальских событиях, везде всюду он участвовал, везде своими глазами видел, потому что писать военную историю по рассказам это нереально. Он и во время войны бывал в окопах с бойцами,
Своего друга и коллегу Валериана Гумава сегодня вспоминает как человека ответственного и надежного. Я, будучи заместителем министра обороны, как-то в повседневной жизни бывает, как его ответственный по Министерству обороны, он дежурный по штабу. И я знал, что у нас все будет в хорошем виде, все будет нормально, потому что он был человек с высочайшей ответственностью за порученное дело, за любой участок работы. Пока не сделает, он не уходил. В последние годы Валико Пачуля занимался исключительно научной деятельностью и, несмотря на плохое самочувствие, продолжал работать над созданием второго тома боевых действий в грузино-абхазской войне. Подарить стране еще один ценный материал историк не успел. Буквально год с небольшим наш институт издал сборник документов по истории Отечественной войны в Абхазии, первый том. Валико Маджитович занимался сбором материалов и подготовкой к изданию второго тома, но, как мы знаем, вот эта всемирная проблема, пандемия, ограничивала доступ к архивам и другие проблемы, сопутствующие с ним. И потом у него тоже усугубились проблемы со здоровьем. И это все вкупе поспособствовало тому, что он не успел осуществить задуманное. Военного историка, автора десятки книг и монографий, ветерана войны и основоположника архива Минобороны страны Валико Пачуля не стало 20 апреля на 73-м году жизни. Виола Барганжа, Степан Мартиросян, Абаза ТВ.